за предоставленную возможность проведения пресс-конференции и просим всех выступать в микрофон, поскольку идет запись, трансляция в интернете и в Ютубе будет размещена наша запись пресс-конференции. Я представлю участников сегодняшней встречи и, наверное, предоставим каждому из них слово, а потом будем заслушивать вопросы журналистов. Я хочу представить заместителя министра культуры и духовного развития Республики Сильну Марину Владимировну. Ну, для наших гостей скажу, что это заслуженная артистка Российской Федерации, и она является оперной певицей, и в настоящее время тоже выступает на сцене нашего театра. Конечно, мы очень рады, что Марина Владимировна присоединилась к нам. Екатерина Лаврентьевна Тайшина – это главный балетмейстер нашего театра. Она является художественным руководителем нашего фестиваля и работала со всеми нашими гостями. И помимо этого качества, она еще представляет свой премьерный спектакль на гала-концерте «Сияющий камень», да, о котором мы тоже немножко расскажем. Я представляю Ольгу Сергеевну Сапанджу, это заведующая кафедрой искусствоведения и педагогики Российского государственного университета имени Герцена. Она является доктором культурологии и профессором. И мы очень рады, что Ольга Сергеевна вот сегодня приехала, сразу же принимает участие в пресс-конференции. Она привезла нам интересную коллекцию, выступит с открытыми лекциями для всех ценителей классического балета. И также у нас сегодня принимает участие в пресс-конференции ведущий солист Мариинского театра, лауреат 14-го международного конкурса артистов балета и хореографов в городе Москва Никита Иванович Корнеев. Наверное, давайте тогда каждый из нас выступит с таким небольшим вводным вступлением, и затем мы заслушаем ваши вопросы. Сегодня мы открываем наш фестиваль «Стер». Сегодня это состоится, и он продлится ровно неделю до следующей пятницы. В эти дни мы покажем 3 спектакля и гала-концерт, который будет состоять из одноактного спектакля и концерт с участием наших приглашенных гостей. И получилось так, что сегодня у нас выступают ведущие солисты Мариинского театра в «Лебедином озере». Это, получается, школа Мариинского театра мы сможем оценить. Конечно, в ведущих партиях выступают наши гости. Это самые любимые спектакли нашего якутского зрителя: «Лебединое озеро», «Баядерка», «Спартак». И также в ведущих партиях выступят солисты нашего театра. Конечно, мы очень волнительно ждем этих выступлений. У нас всего будет 17 гостей. Это 15 солистов балета, примы, премьеры. И, конечно, мы очень рады, что нам удалось обеспечить такой высокий уровень наших приглашенных артистов, поскольку для нас это, конечно, большой праздник и для зрителей, и для самого театра встречать наших гостей, которые будут выступать вместе с нами на одной сцене. Помимо этого у нас 2 профессора, это Ольга Сергеевна, и также у нас к нам присоединится Розанова Ольга Ивановна, кандидат искусствоведения, доктор Академии русского балета имени Вагановой, также из Санкт-Петербурга. У нас участвуют в фестивале солисты Большого и Мариинского театров, а также академических знаменитых театров классического балета Касаткиной, Василева, также театра Бориса Эйфмана. У нас выступают солисты Новосибирского театра оперы и балета, и, конечно, мы очень рады, что в их числе есть наша землячка Ольга Горишенкова, которая училась в якутской балетной школе, она родом из Среднеколымска, и у нее даже есть якутская кровь. Да, мы очень ждем ее выступления, она будет у нас и в «Баядерке», и в «Спартаке», и в гала-концерте, поэтому тоже всех ждем.
У нас выступают солисты Башкирского государственного театра оперы и балета, а также мы пригласили гостей из Большого театра Беларуси и из Астаны балета, где мы выступали в прошлом месяце, в апреле месяце мы выступали на сцене Астаны балета с нашим оперным спектаклем «Нюргун Ботур» и представили вечер современной хореографии. Поэтому вот наши связи крепнут. Также скажу о том, что у нас на сегодняшний день уже на открытие билетов нет, на закрытие уже заканчиваются, на Баядерку и Спартак еще есть, но тоже тают на глазах, поэтому все, кто хочет присоединиться к нашему празднику, побывать на этих событиях, хотим пожелать поспешить. Что ж, я предоставляю слово Марине Владимировне Силиной. Добрый день, дорогие участники сегодняшней пресс-конференции. Я приветствую всех сегодня и хочу поздравить Государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Кононовича Сивцева Сарону Малона с этим событием, со знаменательным праздником балетного искусства, фейерверком балетного искусства на земле Ланхо. Вообще театральное движение в нашей республике зародилась где-то в 80-х, 90-х годах прошлого века. И, конечно, именно балетным фестивалем был фестиваль, первым балетным фестивалем был фестиваль «Северный дивертисмент», который как раз и перерос затем в сегодняшний фестиваль, международный балетный фестиваль «Стерх». Конечно же, нужно отметить, что этот фестиваль является один из немногих таких крупных проектов театральных в истории нашей республики. И хотелось бы сказать, что он уже занял свое такое почетное место в плеяде балетных фестивалей России и международного сообщества балетного. Это, конечно же, большая честь для нас, безусловно, и мы рады, что в эти дни к нам слетаются на наш Стерх замечательные примы-балерины, премьеры разных театров. Это созвездие талантов, с которыми могут познакомиться наши зрители, которые посетят спектакли. В этом году фестиваль отличается от предыдущих прежде всего тем, что вот, скажем так, руководство фестиваля, его художественная часть, она от корифеев, от Натальи Садовской, от Лиры Львовны Габышевой, от Марии Сайдыкулы переходит к молодому поколению нашего театра, это очень радует. Вот. И здесь тоже есть свои новшества и, безусловно, интересная такая сторона. Затем хотелось бы сказать, что впервые, об этом, наверное, еще расскажут, как раз Ольга Сергеевна будет представлять как бы образовательную часть фестиваля, да, можно сказать. Мы будем не только смотреть балет, но мы будем знакомиться и слушать лекции интересные о истории создания балетов, вообще об балетном искусстве. Вот. Но об этом Ольга Сергеевна поподробнее расскажет. Ну и, конечно же, еще одно такое немаловажное значение имеет то, что в рамках этого фестиваля пройдет как раз премьера, как уже Владислав Валерьевич сказал, нашего якутского этнобалета, композитора Кирилла Герасимова. И мы с удовольствием посмотрим его в постановке Екатерины Лаврентьевны Тайшиной как раз. Я желаю всем нашим зрителям, всем поклонникам классического балетного искусства вот таких радостных вечеров, встречи с прекрасным. Я уверена, что эта неделя будет фейерверком талантов, вдохновения, и она принесет, конечно, вот и, как повторюсь,
принесет вдохновение нашим солистам и нашей балетной труппе, безусловно, а также хореографическому училищу, вот этому нашему подрастающему поколению. Ребята будут участвовать в спектакле и, конечно же, будут участвовать, ну, будут смотреть, безусловно, и будут напитываться вот этим вдохновением, вот этой энергией, вот этим мастерством, которое мы увидим в эти дни. Желаю всем, конечно же, приходить к нам на этот замечательный фестиваль и желаю всем прекрасных эмоций. Коллеги, ну здесь вот тоже добавлю о том, что, конечно, мы не смогли бы осуществить этот праздник без большой поддержки наших спонсоров, поскольку, конечно, сейчас ну, не самые легкие у бюджета времена, и есть определенные сложности у нашей республики объективные, которые, вы знаете, да, повлияли в целом на социально-экономическую ситуацию. Мы решили обязательно провести наш фестиваль, который мы давно планировали, и нам помогли в этом спонсоры. Мы очень им благодарны. Я, конечно, перечислю их. Это акционерная компания «Алроса», это публичное акционерное общество «Якутскэнерго», акционерный коммерческий банк «Алмаз-Эргиенбанк», общество ограниченной ответственностью «Арктик Капитал», окружная администрация города Якутска, акционерное общество «Саха-Энерго», акционерное общество «Контрактметалл» Республики Саха-Якутия, авиационное агентство «Авиафлайт», акционерное общество «Финансово-промышленная корпорация Якутии». Это спонсоры, которые нам помогли осуществить этот праздник. Также мы очень благодарны нашим зрителям, которые ждет этот фестиваль и поддерживает нас приобретением билетов, поскольку это тоже, конечно, помогает нам решать наши организационные вопросы. И я передаю слово Екатерине Лаврентьевне Тайшиной, главному балетмейстеру и художественному руководителю фестиваля «Стерх». Добрый день. Сегодня у нас открытие фестиваля. Мы очень долго, кропотливо готовились к нему и очень надеемся, что наш фестиваль пройдет на очень высоком уровне. Я в этом уверена. Мы готовы. Также я бы хотела очень поблагодарить наших гостей, с которыми я сотрудничала, приглашала. Большое спасибо им за то, что они с радостью все отзываются, все хотят приехать. Вот наши первые гости уже к нам прилетели с Мариинского театра, замечательные артисты. Вчера уже у нас прошла оркестровая репетиция. Это Никита Корнеев и прима-балерина Ольга Скорик. И хочу сказать, что это праздник не только для наших зрителей, но и для нашего театра. Конечно же, на таких фестивалях наша труппа растет, балетная. То, что приезжают такие профессионалы к нам, звезды балета, для нас это тоже большой стимул. Мы смотрим, учимся, и артисты балета, конечно же, стремятся к таким же высотам. Да? Вот. Владислав Валерьевич уже сказал, что мы представим сегодня «Лебединое озеро». Также зрители увидят прекрасные спектакли, как «Бейдерка», наш любимый «Спартак» и премьеру балета «Сияющий камень». Немного хотелось бы о нем рассказать, так как зритель еще не видел премьеры у нас прошли только в Казахстане и Кыргызстане, и премьеры прошли с большим успехом. Очень теплый зритель был, и мы очень волнуемся, прежде чем нашим зрителям показать, потому что все-таки это национальный балет в жанре, в этностиле, в современной хореографии. И хотелось бы увидеть, как же воспримет наш зритель наш уже полюбившийся нам спектакль. Либретто Владислава Валерьевича Левочкина о создании, о том, как мы придумали такую легенду, о том, как создавались якутские алмазы. Очень красивый сюжет, очень красивая музыка Кирилла Афанасьевича Герасимова. Мы также сотрудничаем с театром Аланхо, и это будет такой интересный синтез
национальной музыки с нашим классическим симфоническим оркестром. Вот. И артистам сами очень нравится. Вы посмотрите на этот стиль, потому что такого мы еще не создавали в нашем театре. И вторым отделением у нас будет гала-концерт с участием звезд и мастеров балетной сцены. Так, мы приглашаем всех на наш гала-концерт, и мы очень рады, что наши гости увидят тоже этот спектакль, наши профессора. Ждем тоже от них оценку, поскольку это действительно, мы считаем, что такого направления еще не было, это что-то новое, причем не только для нашей республики, а в целом для других тоже регионов, то есть синтез этнических инструментов, классической музыки и классического балета с элементами современной хореографии. Поэтому всех ждем. Получается так, что в гала-концерте будут участвовать фактически все гости. У нас уедут только Мариинский театр, поскольку, конечно, они приехали самые первые и самая ответственная миссия открыть наш фестиваль, но потом мы их провожаем, зато все остальные гости у нас остаются до нашего финала, это 13 наших артистов. Я передаю микрофон Ольге Сергеевне Сапанджи, профессору, доктору культурологии. Работает? Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Как сказала Марина Владимировна, действительно в этом году пришла идея создать такую своеобразную образовательную программу фестиваля. Фестиваль вообще явление многоплановое, многосоставное. Понятно, что сердцем любого балетного фестиваля являются сами спектакли, которые как раз сейчас были анонсированы. Однако помимо спектаклей традиционно в рамках фестивальной программы предлагается программа, которая расширяет горизонты, позволяет оценить какие-то контексты этих спектаклей. И вот мы с Владиславом Валерьевичем в этом году решили такую программу создать. Пока это экспериментальный вариант, очень небольшой, камерный. И если в этом году он получится и пройдет успешно, мы, возможно, эту практику попробуем повторить в следующий фестиваль, как-то расширить уже и сделать, может быть, ее более сложной и насыщенной. Из чего в этом году, по нашему замыслу, будет состоять эта образовательная программа фестиваля? Во-первых, это небольшая выставка. Возможно, слово «выставка» немножко громко сказано. Это скорее такая музейная презентация, которая представлена в пространстве театра, из которой зрители фестиваля смогут познакомиться. Уже сегодня она будет работать на протяжении фестиваля. Это выставка, которая представляет разные аспекты балета в пространстве повседневной культуры. Безусловно, балет – это изящное искусство, однако в советский период сформировалась очень важная составляющая, которая позволила проникнуть балету в пространство дома посредством фарфоровой пластики, посредством галантереи, парфюмерии. И вот эти контексты мы представляем на нашей выставке. Мы постарались нашу выставку, презентацию сделать так, чтобы она откликалась на те сюжеты, которые представлены на фестивале. В частности, это «Лебединое озеро», «Баядерка», «Спартак». И эти три балета мы попытались охватить, представив фарфоровые произведения, программки и сопутствующие материалы. Кроме того, в рамках заключительной части фестиваля будет представлен якутский национальный этнобалет, и в рамках презентации мы представляем один из первых национальных советских балетов, это балет «Шуралье», который был создан в 1941 году к декаде татарской культуры и затем стал одним из самых известных советских национальных балетов. И кроме того, в дни фестиваля празднуется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мимо этой даты мы тоже пройти не могли, и поэтому вторая часть выставки посвящена двум важнейшим балетам на пушкинские сюжеты, которые тоже появились в советский период. XIX век в основном отдал дань опере, это Евгений Онегин, «Пиковая дама», а советская культура создала два важнейших балета. Это «Бахчисарайский фонтан» и «Медный всадник». У «Медного всадника» тоже в этом году юбилей. Рейнгет Глеер создал его в 1949 году к 150-летию со дня рождения поэта. Вы видите, все рифмуется, все складывается. 6 июня мы отмечаем эту дату, и поэтому вполне понятно, что мы решили в нашей
презентации откликнутся. Тоже фарфоровые композиции, предметы повседневного обихода советского периода. Я представляю, как уже было сказано, Герценовский университет, да я возглавляю кафедру, но, кроме того, я представляю частный музей повседневной культуры Ленинграда 45-65 годов, где мы как раз собираем артефакты, связанные в том числе и с пространством искусства, которое попадало в пространство Советского дома. И вот Бахчисарайский фонтан и Медный всадник тоже на этой небольшой выставке, презентации будут представлены. Это первая часть образовательной программы, а вторая часть – это лекции. Ну, тоже, как и выставка, лекции, наверное, слишком громко сказано, но, тем не менее, это будут беседы на один академический час перед каждым балетом, перед каждой программой, то есть сегодня, 2, 5 и 7 июня, где я постараюсь поговорить как раз о балете в пространстве культуры. Собственно, этим я занимаюсь, это один из моих таких научных сюжетов, но не об искусстве балета как искусстве хореографическом, а о том, как балет проникал в пространство культуры, в пространство дома, в сознание буквально каждого советского человека. Поскольку сегодня представляется «Лебединое озеро», речь пойдет о «Лебедином озере» и о 2 балетах дягилевских сезонов «Жар-птица», «Петрушка», о ранних балетах Стравинского. Когда будет представлена БДРка, мы поговорим об индийских сюжетах советской культуре, о том, как пытались заменить балет БДРка, такие попытки предпринимались, и тем не менее на сцене сохранился и продолжает существовать именно этот балет, представляющий сказочную, чарующую Индию. В тот день, когда будет на сцене представлен «Спартак», мы в фойе перед началом спектакля поговорим о революционных темах в балете. Это балет «Красный маг», у которого, кстати, через 3 года тоже столетний юбилей, и о балете «Спартак». Ну и, наконец, перед гала-концертом, поскольку, как я уже сказала, там будет представлен этнобалет, балет национальный, мы поговорим о том, как в советском балете зарождался национальный балет, поговорим о балете «Шурале» и немножко затронем тоже балет, один из ключевых советских балетов «Легенда о любви», который идет и на сцене Мариинского театра, и на сцене Кировского театра, о том, как он создавался. Это не вполне национальный балет, это такой даже межнациональный балет, но это один из самых известных балетов азербайджанского композитора, который идет и сегодня на сцене. Вот вы видите, что вот эту образовательную программу мы постарались сделать не отвлеченной, а привязать к тематике балета. Это, как я еще раз подчеркну, первый опыт, и если он окажется удачным, то мы попробуем в следующем году эту программу расширить, может быть, сделать ее какой-то более насыщенной, и посмотрим, как у нас наш первый опыт пройдет. Спасибо большое. Спасибо большое. Всех ждем на открытой лекции за час до каждого спектакля. У нас спектакли в рабочие дни 18:30, выходной день БДРка у нас будет в 17 часов. Поэтому за час ждем вас в фойе театра опербалета для наших лекций. И предоставляю слово ведущему солисту Мариинского театра Никите Корнееву, который сегодня у нас выступит лебедином. Здравствуйте. Для меня большая честь и большое удовольствие принимать участие в открытии этого фестиваля. Мы с удовольствием откликнулись на приглашение приехать и принять участие, станцевать, показать местным зрителям и наше видение, наше исполнение, качество нашего исполнения. Мы очень надеемся внести новые краски в спектакль. И также надеемся, что зрителю это понравится. К сожалению, мы не успеем разделить это удовольствие с нашими коллегами из других городов и театров, принять участие в гала-концерте. Но хочется всем пожелать удачи и приятного времяпровождения. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы? Может, кто-то хочет что-то добавить? У нас фестиваль проводится... коллеги, просим вопросы в микрофон, поскольку идет интернет-вещание, чтобы было слышно нашим слушателям интернета. У нас фестиваль проходит... Пожалуйста. Вопрос же есть, да? Ксения? Есть. У нас фестиваль проводится 11-й раз, но на самом деле у нас был долгий промежуток, 5 лет. 5 лет мы его не проводили. Прошлый фестиваль был только в 2019 году, поскольку пандемия, потом другие тоже сложности. И очень рады, что проводим в этом году. И получается так, что в этом году фестивалю исполняется 25 лет.
25 лет – это возраст одного поколения. Мы ощущаем, что сейчас уже сменилось поколение во всех театрах, и в нашем театре сменилось поколение. И те солисты, которые к нам приезжали, они сейчас являются кто-то балетмейстерами, кто-то даже художественными руководителями. Вот мы в Астане встретили художественного руководителя Астана балет, который к нам приезжал в качестве солиста. Пожалуйста, Ксения, вопрос. Я хотела спросить, вы только в Лебедином озере участвуете и уезжаете на следующий день, да? Верно. Вот это хотела. Добрый день еще раз. Не могу удержаться, чтобы не спросить. Я, конечно, буду спрашивать у Никиты. Мне очень жаль, что вы уезжаете. Так коротко. Почему вообще вы не отправили его там куда-нибудь посмотреть наши красоты, чтобы он дождался до гала-концерта? Это к вам, Владислав Валерьевич. Никита, к вам вопрос. Вот я все-таки очень попрошу вас немножко рассказать о себе. И поскольку здесь нету вашей партнерши Ольги, да? Оксаны. Оксаны, простите. Не могли бы вы о ней тоже буквально пару слов вот рассказать? Нам же очень интересно, кто будет танцевать, да? Вот. Ну, то есть, что за плечами у этого человека? Ну, вот как-то так. Да, подождите, дайте еще ответить. Про себя могу сказать, что я родился в городе Набережные Челны. Сам москвич. По месту рождения, да. Москвич вообще. И в 2000 году переехал в Германию. Там получил свое образование, и в 2016 году посчастливилось устроиться на работу в Мариинский театр, и с тех самых пор работаю там. За эти 8 лет уже вырос до первого солиста этого театра, и, надеюсь, на этом моя карьера в росте не ограничивается. За Оксану много говорить не буду, так как она сама выдающаяся личность, наверняка сама за себя очень много сможет рассказать. Могу рассказать только со своей точки зрения, каково мне с ней работается. Мне очень нравится с Оксаной работать, потому что мы с ней нашли общий язык в профессии. И на каждой репетиции меня поражает ее подход к творческому процессу, постоянные поиски, всегда находятся какие-то мелочи, которые хотелось бы исправить или изменить. И что она, что я с удовольствием идем друг другу на уступки. Скорее, конечно же, я, так как Оксана более опытная артистка. И я мужчина, да. Вот. Принимать участие в этом фестивале совместно с Оксаной – это очень хороший опыт для нас с ней вместе. И, к сожалению, мы не можем дольше остаться, так как Оксана дальше летит. Да. По своему графику она обязана, к сожалению, ехать дальше, а мне одному здесь оставаться нецелесообразно, так как у меня нет полноценных номеров для одного исполнения. Выступать одной лишь вариацией это было бы очень мало, поэтому. Мы с Оксаной танцуем вместе «Лебединое озеро» как раз таки, «Шопеньяну» мы танцуем, 27 числа в «Жизель» станцевали. И сейчас, как только время и репертуар нам позволит, мы будем уже работать над «Дон Кихотом». То есть получается, что вы только станцевали, простите, что я не возле микрофона. То есть получается, что вы только станцевали «Жизель» сразу на самолете сюда, да? Практически, да. У нас были сутки на подготовку, на сбор чемоданов. Понятно. Спасибо большое. Никита, можно я вот такой вопрос тоже задам Конечно. вам? А подскажите ваши впечатления о техническом, скажем так, состоянии вот зеркала сцены. Все-таки размеры зеркала сцены Мариинского театра приближены, но вообще как вам наша сцена? Вот это очень много значит. Конечно же, площадка исполнения очень важна для нас, артистов.
Я с уверенностью могу вам сказать, что нам на самом деле покрытие сцены и ее мягкость или жесткость более важна, нежели габариты. Так как сцена местная очень приближена к нашей домашней сцене, то есть к сцене Мариинского театра, то нам с Оксаной очень комфортно на ней работать, выступать. К габаритам, конечно же, приходится пристраиваться, подстраиваться, поэтому это на самом деле нас не сильно затрудняет, так как мы и на разных площадках выступаем, в том числе и на гастролях, и вместе с Оксаной танцуем на гастролях. И это на самом деле самое меньшее из сложностей, перед которыми мы стоим. Сцена прекрасная, нам очень нравится. Можно еще спросить, да? Понятно, что в наших маленьких городах России, да, такие фестивали балет дают очень много, да, и радость зрителям, вообще волнение самим артистам здешним. А что дает вам, вот, артистам больших театров, да, вот, такие фестивали в провинциальных городах России? И много ли проводится таких фестивалей? Я считаю, что подобные фестивали больше пользу несут как раз-таки городам, держащие эти фестивали, так как у зрителя появляется возможность посмотреть не только лишь на разных исполнителей из других городов и больших театров, но и сделать это за один вечер, вместо того, чтобы путешествовать по всем городам и смотреть на это все лично. Для артистов это очередная возможность показать не только себя, но и свой театр, предоставить что-то новое, что-то им, возможно, интересное. И, как и любое другое искусство, натолкнуть на мысль зрителя. Здравствуйте, меня зовут Галина Черноградская. Я хотела бы у Никиты спросить, о чем эта надпись на вашей футболке? «Раздатка, криминальный бит». Это название альбома музыкальной группы. «Раздатка» — это альбом, «Криминальный бит» — это музыкальная группа. И еще хотела задать вопрос. Ну, вы не останавливаетесь на своем развитии, сказали, да, что вы хотите стать, наверное, может, не прима-балериной, как Премьером. Премьером, да. Ага. А потом что дальше? Дальше путей развития очень-очень много, да. Я надеюсь, пока что на такие мысли я не наступал, и не хотелось бы. Вот. Ближе к концу карьеры, наверное, задумаюсь о том, куда бы я хотел податься, чем бы хотел заняться. Но на данный момент у меня в приоритете все-таки развитие как артиста на сцене. Спасибо. Я хотела задать вот Ольге Сергеевне, да? Вы будете представлять, сказали, фигуры из фарфора, да? А откуда вы взяли эту коллекцию? Да. Эта коллекция, как я уже сказала, частного музея, небольшого сегодня. Такая форма достаточно распространена в нашем культурном пространстве, в малых городах и крупных. Это коллекция музея повседневной культуры Ленинграда 1945-65 годов. То есть это послевоенное 20-летие, когда на самом деле, именно в этот период, если мы говорим о фарфоре, фарфор стал тиражным и массовым. Он попал в каждый дом. Первая половина 20 века – это пока еще элитарное искусство, которое доступно лишь просвещенным горожанам, а вот начиная с первых лет 50-х годов тиражный массовый фарфор ведущих предприятий Советского Союза попадает в каждый дом. И тема балета становится там одной из важнейших на самом деле. Не было ни одного фарфорового предприятия Советского Союза, а в каждом крупном городе их было несколько, в Московской области, в Ленинграде действовало 3 фарфоровых завода. В тематике каждого фарфорового завода обязательно присутствовала тема балета. Это и портретные образы, это и образы обобщенные, это всевозможные маленькие балерины. И эта тема находила вообще достаточно живой отклик в сердцах советских покупателей, которые украшали свои комоды, полки этими фигурками. Потом с конца 60-х, начала 70-х годов искусство фарфора будет признаваться несколько мещанским, а статуэток будут избавляться, они сохранятся в основном в домах старых, да, и сегодня уже они представляют такую достаточно серьезную коллекционную ценность. И вот некоторые фигурки из этой коллекции как раз представлены на выставке. Понятно, что, поскольку я уже сказала,
Это у нас с Владиславом Валерьевичем такой первый опыт, эксперимент. Пока этих фигурок немного, но мы проиллюстрировали вот те спектакли, которые заявлены в программе фестиваля, и Пушкинский юбилей. Еще раз подчеркну, что если этот эксперимент окажется удачным, будет какой-то интерес, публике захочется увидеть другие фарфоровые произведения. В общем, понятно, что они доступны. Это тиражный фарфор. Важно поставить это произведение в контекст. Важно понять, с каким спектаклем это связано, насколько часто та или иная фигурка бытовала в пространстве дома, поскольку все зависело от тиража. А тираж зависел, собственно, от того, насколько был высок интерес у покупателя, насколько фигурка, созданная тем или иным мастером, тронула сердца советского зрителя. Вот, собственно, эти фигурки и представлены, еще раз скажу их немного, по фигурке каждому балету и пушкинская тема. И еще у нас на выставке представлено каслинское литье, это Каслинский завод уральский, тоже очень популярные фигурки в пространстве дома, так называемая черная голландская сажа. Они меньше бились, поэтому лучше сохраняются обычно. И тоже тема балета в произведениях Каслинского завода играла очень большую роль. Две фигурки к балету «Бахчисарайский фонтан» и фигурка из «Лебединого озера» как раз тоже представлены на нашей презентации в пространстве театра. Вот, поэтому посмотрим, как... Да, вот. Видите, ну, на самом деле это сюжеты, которые, понимаете, будут отзываться, мне кажется, в сердце каждого зрителя, потому что кто-то учился, кто-то помнит эти фигурки в пространстве дома, для кого-то это связано с воспоминаниями, например, на нашей выставке у нас представлены билеты на «Красную стрелу». Казалось бы, зачем они? «Красная стрела» — это фирменный поезд, первый фирменный поезд, который курсировал между Ленинградом и Москвой с 30-х годов. Дело в том, что в 50-е годы на вокзале стали исполнять музыку Глиера из балета «Медный всадник». Эту музыку знали ленинградцы, которые ездили на этом фирменном поезде, который в 50-е годы стал бордовым, до этого он был синим. И именно поэтому в 90-е годы именно музыка из балета «Медный всадник», который, как мы уже сказали, в этом году тоже юбиляр, стала гимном Санкт-Петербурга, гимн великому городу. То есть все взаимосвязано, и вот такие музейные презентации, музейные истории, они, на мой взгляд, позволяют актуализировать те сюжеты, которые где-то дремлют в подсознании. И вот человек вспоминает, что он ездил на этом поезде, у него был такой билет, он слышал эту музыку, он видел эту статуэтку. Это на самом деле такая вот цепь ассоциаций, которая позволяет еще каким-то одним дыханием наполнить балетные постановки, которые, еще раз подчеркну, безусловно, являются сердцем фестиваля, но которые вот подталкивают к каким-то иным ракурсам, осмысления, ассоциативным связям. Для этого, собственно, наша образовательная программа и создана. Спасибо. Екатерине Лаврентьевне хотел задать вопрос по поводу «Сияющего камня». Каким образом вы решили создать этот балет? Может, кто-то стал идейным вдохновителем? Идейным вдохновителем я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что это был Андрей Савич Борисов, так как все-таки с театром Аланхо мы начали сотрудничать с оперой Ниргумботор. И как раз-таки тесная работа у меня с ними, с музыкантами театра Аланхо, началась именно с оперы Ниргумботор, когда мы начали вместе с ними создавать музыку и танец, собирались в балетном зале и сами можно сказать, что они импровизировали, мы импровизировали, и нам это так понравилось, особенно мне. Так как я человек творческий, мне очень захотелось сделать не просто, чтобы это были какие-то небольшие номера в опере, но и создать такой интересный, колоритный балет. Как хореограф хочу сказать, что эта музыка этническая, национальная наша, с национальными инструментами, дает очень много красок для хореографии, для постановки. То есть то, что я не могу сделать в классическом, да, вы понимаете, классической музыке, с ними я раскрылась как хореограф намного интереснее, не то чтобы... все мы знаем, что такое классический балет, да, и что там все равно есть свои рамки, свои правила. А вот в коллаборации с театром Аланхо я себе позволила насладиться реально создавать что-то с телом, с пластикой, с хореографией. Мне всегда хотелось поработать в этом направлении. И
мне кажется, нам очень даже удалось сделать это совместное творчество. И моим артистам очень тоже нравится. Это сложно. Это потому что мы выходим из рамок классического танца. Это всегда интересно, сложно. И мне кажется, что нам удалось создать что-то красивое и новое. Можно еще добавлю? Хотелось бы добавить, что, конечно же, фестиваль «Стерх» имеет многолетние традиции, и за эти годы, вот 11-й фестиваль, начиная с конца, ну, как я уже сказала, 20 века, получается, да, он заметно вот укрепился молодыми кадрами солистов балета, нашими, которые выросли, в том числе и Екатерина Лаврентьевна, да. Но я хотела бы еще отдельную красной нитью обратить внимание на музыкантов нашего оркестра, поскольку классический фестиваль, вообще любое фестивальное движение – это, безусловно, рост аккомпанирующего состава. То есть оркестр, у нас все спектакли будут идти в сопровождении симфонического оркестра театра, оперы и балета. И, конечно же, тоже есть свои преемственности, свои традиции, и вот тоже молодые поколения подключаются, и сейчас уже у нас можно сказать, произошла смена поколений в оркестре также, да, и вот уже новые ребята играют уже новую музыку. Поэтому хотелось бы сказать, что и роль сопровождения, это я так как бы сказала, сопровождение, безусловно, да, это сопровождение, но они равноправные участники спектакля. И от того, как будет играть оркестр, как будет подаваться, темпы, это очень много зависит. Это, как бы, так скажем, кухня балетных спектаклей. Поэтому я надеюсь, что фестивали, вот я еще раз говорю, это прежде всего обмен творчеством, обмен умением. Это такая школа жизни. Поэтому я очень рада, что сегодня вот тоже новые артисты придут, у них немножечко по-новому, я думаю, да, хотя есть определенные каноны, но тем не менее свои вариации, да. Поэтому, еще раз мы вас ждем всех и надеемся, что понравится и игра оркестра, и, конечно же, искусство балета. Марина Владимировна, у вас был вопрос? Это просто... Нет? Это дополнение. Это завершение, да? Коллеги, мы... Да, если нет никаких вопросов, коллеги, в любом случае мы очень благодарим наших информационных партнеров, которые помогают нам тоже готовиться к фестивалю, освещают его подготовку. Это, конечно же, Республиканский информационный издательский холдинг «Сахамедиа» и Республиканский пресс-центр, который позволил нам провести эту пресс-конференцию. Это национальная вещательная компания «Саха», это Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, это информационное агентство «Саха Лайф», газета «Эхо столицы», газета «Якутск вечерний», Республиканская общественно-политическая газета «Якутия», парламентская газета «Элтумен», Якутское Саха информационное агентство, радио «Виктория», Якутская республиканская общественно-политическая газета «Крым». И также мы благодарим всех блогеров, которые выпускают тоже информационные сообщения о предстоящем фестивале. Всем спасибо, приглашаем всех сфотографироваться на память и ждем всех на наш фестиваль.